Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. Ремонтные работы по улице Асланбека Шарипова идут полным ходом. С инспекцией на месте побывал Рамзан Хаджи Кадыров. В Ахмат-Юрте прошел турнир по дзюдо среди хафизов. Расскажем о победителях. По 500 тысяч рублей от регионального общественного фонда получили семьи, назвавшие новорожденных детей в честь чеченских героев. Средства вручили в Министерстве здравоохранения республики. Родилось 302 ребенка, в том числе 180 мальчиков. И каждый из них назван в честь национальных героев. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. قدسي حديثه ديل يلشن عليه الصلاة والسلام ديل يردين دوق أمي اليربوخ يا ابن آدم هاي آدم وع اطلبني شالخ لحبوخ دال شالخ شالخ دويلوي اطلبني شالخ لحبوخ هاي آدم وع أحشالخ أحتجدني حون شاكر وروحون لا مزي أحشالخ مارخي أحشالخ ساغني أحشالخ حليلوش دول غلق أحشالخ حون شاكر وروحون بوه دال فإذا وجدتني حون شاكر وح وجدت كل شيء الدنيا شميل دولهم كرينا حن بخ وزي سيلا وش دال شالخ شارخ دويلوي شاكر من شارخ دويلوي شاكر وش الدنيا شميل دولهم كرين شارخ دويلوي. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Рамзан Хаджи Кадыров проверил ход реконструкции улицы Асланбека Шарипова. На объекте уже ведутся работы по демонтажу старого моста и подготовке территории для новой шестиполосной дороги. Мэр города Хасмагомед Кадыров показывает главе республики проект реконструкции улицы Асланбека Шарипова. Работы здесь идут быстрыми темпами. Высоточный день началось, может, переливать тече, можу и там харкай, ваш горгодом, да, царшайб, это на иркой, теплый золотистый цветы, зеленый, он так, толщина, можу, ваш гаич, тоже переливание. Рамзан Хаджи Кадыров проверяет ход работ. Он, как и всегда, лично контролирует строительство всех крупных объектов региона. Для инвесторов создаются все необходимые условия. Год города и района дует президент Рацунц, воякнул охотину график, план шайги, По инициативе главы Чеченской республики в этом районе появится женский спа-центр. Рамзан Хаджи Кадыров поручил сделать его по образцу лучших спа-комплексов в мире. شركات هاي الدوكات نقول هذا تجربات مش مركز شركات بس وصلوا فجأة سمين أو تشابير خنزوجة إشوار اللي كان إيش شو لازم دوم بس شو دوم وبيقول إن الله بيوعد يعني شو وبيقول إن دوم نفس اللي ده يعني Мэр города Хасмагомед Кадыров рассказывает, что надземный путепровод через железнодорожные пути будет выполнен по современным стандартам, как это принято в крупных городах. железбет
ton augstā caurumā izmantot lēkti irčulis. Moskvā pēc современное аусаузы, я чувак начинаю сумцы железобетонные, самые современные эпохи проводящего рука, диаю развязки. Техника активно разбирает старые сооружения. Мост уже снесен. В планах строительства нового моста через реку Сунжа и расширение дороги. Работы продвигаются быстро и организованно. Рабочие прилагают все усилия, чтобы завершить в установленные сроки. Вдоль улицы также ведется строительство нового забора. Новая дорога с 6 полосами обеспечит более удобное и быстрое движение. Построят и широкую тротуарную часть для удобства пешеходов, в том числе для удобных прогулок с колясками. Ислам Ершов, Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В парламенте представили нового вице-премьера по инвестициям, развитию бизнеса и взаимодействию с Ближним Востоком. На эту должность назначен Анвар Усманов. В первом заседании весенней сессии приняли участие министры, а также представители администрации главы и правительства. Премьер Магомед Даудов зачитал приветственный адрес Рамзана Хаджи Кадырова. Ассаламу алейкум, уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Позвольте мне зачитать приветственный адрес главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Уважаемый Шаид Угаевич, уважаемые депутаты, поздравляю вас с началом работы парламента Чеченской Республики весенней сессии. На повестке дня этой сессии стоят важнейшие вопросы, которые касаются жизни каждого гражданина нашей республики. Несомненно, законодательный орган играет ключевую роль в развитии экономики и социальной сферы в целом. Благодаря неустанной работе наших депутатов сегодня мы имеем значительный рост по всем показателям. Это свидетельствует об эффективности проводимой работы и исключительном патриотизме каждого задействованного в законотворческой деятельности. Кандидатуру Анвара Усманова депутаты поддержали единогласно. Руководство региона отметило высокие показатели в его работе и самоотдачу на пути первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Чеченская Республика является одним из самых динамично развивающихся регионов России. Благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову, он высокий в сфере инвестиций, в социальном сфере, и также мой патч, мой мехта Рамзан Хаджбан, что нахтиалвана да мулацува хабилтешмац в Ближнем Востоке взаимодействует в сфере инвестиций, мяла дон малый средний бизнес дон в регионе развивать я дон цухая дон повыгод такой на мула дебюси дочь так мой патч вот один милхом чакха дон. В Ахмат-Юрте прошел ежегодный турнир по дзюдо, посвященный дню рождения Хамзата Кадырова. Участие в нем приняли воспитанники школ хафизов Чеченской Республики. Кто стал лучшим, расскажет Шамил Ирсенбиев. Около 1000 хафизов встали вместе, чтобы совершить коллективный намаз. Все они собрались на ежегодный турнир по дзюдо, посвященный дню рождения Хамзата Кадырова. После молитвы руководители школ хафизов читают мавлид. Затем звучит гимн Чеченской Республики, и судья выводит парад участников соревнований. С приветственным словом к ним обращается министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Затем начинается и сам турнир. С первых секунд учащиеся школ хафизов активно болеют за бойцов. И искренне радуются, когда свои побеждают.
В турнире принимают участие команды всех 8 школ хафизов Чеченской Республики. От других видов единоборств дзюдо отличается мягкостью. Здесь отсутствуют удары по голове и корпусу. Поэтому спорт так подходит для хафизов. Дзюдо развивает концентрацию внимания и самоконтроль, что также полезно в заучивании Корана. جودو سبورت وين مغاره دوغر تا مسو اغور تا دينتا ويدا يغلق تا عاده شريعه او تا يوغ سبورتا يهره После ярких схваток определились победители и призеры. Третье место разделили Урусмартановская школа хафизов имени Харуна Алаудинова и Биноевская имени Ташухаджи. Вторыми стали спортсмены Аргунской школы имени Табарик Байсултановой. Однако сразу на пьедестале они ставят цель в следующем году занять первое место. Первое место уже несколько лет подряд занимает школа хафизов имени Зелимхана Кадырова села Ахмат-Юрт. Ежегодный турнир по дзюдо призван помочь мутаалимам расти не только духовно, но и физически. Шамиль Арсанбиев, Юсуп Ижиев, Аслан Вискаев. Неделя. Между Израилем и Хамас подписано мирное соглашение. В секторе Газа прекращены любые боевые действия. А в Багдаде мужчина спас жизнь ребенку, рискуя собственной жизнью. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». Достигнуто соглашение об освобождении заложников и прекращении огня между Израилем и Хамас. Это подтвердили американские и израильские источники. На первом этапе будут освобождены 33 заложника. Цахал отведет войско в буферную зону в Газе, а прекращение огня вступит в силу 19 января. В переговорах, проходивших в Дохе, участвовали представители обеих сторон и посредники из США, Катара и Египта. Эмиратский спутник успешно выведен на орбиту ракетой SpaceX. Разработанный в Дубае инженерами космический аппарат позволит получать детальные снимки для реагирования на стихийные бедствия. Запуск состоялся с космодрома в Калифорнии. В Багдаде прохожий, проявив героизм, спас ребенка, бросившись под машину. Мужчина получил серьезные травмы, но малыш остался невредим. Это вызвало волну благодарности и восхищения в сети. Мать и ребенок навестили героя в больнице, выразив признательность за самопожертвование. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Обучение основам ислама и совершению намаза самых юных мусульман. Такую задачу поставила перед собой медресе Аль-Бустан, которая заработала в Грозном. Здесь для юных муталимов созданы условия не только для получения знаний, но также для отдыха. Сюжет Ломали Мусаева. Медресе Аль-Бустан всего месяц назад открыла свои двери для мутаалимов. Здесь постигают основы ислама с самого юного возраста. Учителя помогают детям осознать важность веры и духовного воспитания. Воспитание начинается в семье, и именно родители становятся первым примером для детей, говорит основатель медресе Ибрагим Даудов. Поэтому важно с малого возраста прививать ребенку правильные ценности. Otsun des nens بعد لاشنا ديال السلام خيلت أتبيرها جيكتي ضعون أتبيرها إرم ضعون أتبيرها تسألن عبادة دشلي ضعون بعد لاشنا ديال السلام خيلتنا. В медресе детей учат основам ислама, включая имена Всевышнего Аллаха, обучают правильному совершению намаза и важнейшим дуа. В нашем детском медресе Аль-Бустан ваши дети смогут обучиться именам Аллаха и смыслу и переводу, множество молитв дуа азкарам.
правильному совершению омовения и намаза, и маленьким сурам с Корана, и, что самое главное, достойному религиозному воспитанию. Мы ждем ваших детей у нас в детском медресе «Аль-Бустан». Кроме учебы в медресе созданы условия, где юные мутаалимы смогут играть, отдыхать и кушать. За этими партами маленькие мутаалимы. Здесь они изучают имена Всевышнего Аллаха и учат различные дуа и хадисы, и узнают, как важно быть добрыми и воспитанными. В медресе обучают детей до 8 лет. После окончания учебы они будут готовы также к поступлению в школы хафизов. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Обучение в медресе проходит 2 смены до обеда и до вечера через день. Любой желающий может записать своего ребенка. Ломали Мусаев, Адам Арсунакаев, Асхаб Керимов. Неделя. По 500 тысяч рублей вручили родителям, которые назвали своих новорожденных именами чеченских героев. Передача денежных средств от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова состоялась в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики. Инициатива призвана сохранить историческую память и популяризировать имена выдающихся героев народа. К окончанию 2024 года, объявленного годом истории Чеченской Республики, глава региона Герой России Рамзан Ахматович Кадыров инициировал масштабную акцию, направленную на сохранение исторической памяти и распространение имен выдающихся личностей. И 31 декабря 2024 года в регионе родилось 222 ребенка, в том числе 180 мальчиков. И каждый из них назван в честь национальных героев. По этому поводу сегодня в торжественной обстановке поздравили родителей и от фонда имени первого президента Чеченской Республики Герой России Ахмата Хаджи Кадырова Алазат Обалдельцин передали родителям денежные средства в размере 500 тысяч рублей. И искренне благодарю президента фонда Имани Синину и Рамзана Ахматовича Кадырова за благородную инициативу, направленную на закрепление знаний в истории и культуре чеченского народа. Денежные средства вручены по инициативе главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Самыми популярными стали имена Ахмат, Байсангур и Шейх Мансур. Всего 31 декабря в республике родилось 222 ребенка, 180 из которых мальчики. Все 180 мальчиков были названы именами национальных героев. Шейх Мансур Илна, вы мастеры дал я берт кейл дал саду лаштин. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.